Сегодня в Феодосийском городском суде прошло первое судебное заседание по рассмотрению по существу уголовного дела в отношении Сулеймана Кадырова. Сулейман Кадыров обвиняется в призывах к нарушению территориальной целостности Российской Федерации. Так скажем, изюминка этого уголовного дела состоит в том, что во всех материалах уголовного дела нет ни единого доказательства, подтверждающего то, что наш подзащитный совершил какие-либо противоправные действия. Сегодня были допрошены порядка 8-9 свидетелей. Защита хочет обратить внимание на то, что основная масса этих показаний шаблонных, идентичны друг с другом, что позволяет защите делать обоснованные предположения о том, что это не эти люди на самом деле писали показания, а следователь формулировал за них то, что ему необходимо. Я так понимаю, что если бы это не была какая-то определенная провокация ФСБ, то первое, правильное, единственное действие – это пресечь распространение этой информации. Но цель была другая. То, что Алексей назвал, это, конечно, вопиющие факты абсолютно такого предвзятого и провокационного характера этого уголовного дела, на мой взгляд. И среди тех понятых, которые сегодня выступали в качестве свидетелей, я узнал понятых, которые выступали в качестве таковых по делу Николая Семины. То есть, как вы знаете, я был адвокатом Николая Семины, и эти же люди, они были понятыми, случайно оказавшимися возле здания ФСБ. И сегодня они тоже утверждают, что они случайно оказались возле здания ФСБ и их попросили помочь. То есть все это вместе, это просто вопиющие факты какой-то, я не знаю, какой-то подлога. И я по-другому это не могу назвать. Что Сулейман Кадыров виноват лишь в том, что сказал, что Крым это Украина. Вот я прихожу к такому выводу после сегодняшнего первого заседания.